Поэтому и пошел в депутаты. Трэш начнется. Давайте, трэш, жесть. А как это вся, вот Бахрейн вылез, да? И все ко мне такие, ой, там сошла депутат. Да, Алексей Ильич, руководитель хорошо, Алексей Ильич, вы тоже иногда ошибаетесь. Я не ошибаюсь. Конкретный Выключите вопрос, да. микрофон. Навел в ней, что называется, шороху. Нет, конечно, не боюсь. Добрый день, меня зовут Виталий Обедин, и я не говорю в студии у нас, потому что это не моя студия, я пишущий журналист, и тем не менее мы решили поэкспериментировать, и это интервью записать в том числе в видеоформате, и если у нас получилось, то вы это как раз смотрите. А мой сегодня не гость, но собеседник Нюргуяна Заморщикова, народный депутат, человек, который 3 года назад ворвался в местную, в якутскую политику и навел в ней, что называется, шороху, растормошил власть. Добрый день. Добрый день. Нюргуяна, вот смотри, человек учится на медика 7-8 лет. Человек учится на юриста лет 5. Ты стала депутатом 3 года назад. За это время прошла просто от народного избранника до заместителя председателя одного из комитетов по предпринимательству и до руководителя фракции. Вот и существует школа какая-то молодого депутата или что позволило так быстро спрогрессировать? На самом деле я же всю жизнь предприниматель, и вообще то, что касается там депутатства, вот этого всей системы, я никогда ни чиновником не была, ни муниципальным служащим, тем более депутатом, да. Я сама думала, вот быстро, резко, да, стала в политиком, и я вот совсем недавно поняла, оказывается, политика, она была всегда во мне, потому что у меня отец сам парткомом был, коммунистом, да, 7 лет был парткомом совхоза, и мы, получается, там совсем с малых лет были погружены вообще в общественную жизнь. У меня родители вдвоем общественники, и муж мне всегда говорил, я с мужем познакомилась, когда мы были лидерами молодежи в Хангаласском улусе, да, и всегда, в моей жизни общественная такая, не сколько нагрузка, общественная жизнь, она всегда была. Мне, конечно, достаточно непросто, чуть-чуть сложно было вначале, и вот в этом году будет только 3 года, и 1,5-2 года я максимально вникала, училась, и уже вот где-то год назад, наверное, может быть, чуть больше, я, по своим ощущениям почувствовала, что я, реально политик, народный депутат. А чем политика отличается от общественника, от предпринимателя? Вот политика – это вообще что? У нас же у населения вообще есть… особо ничем. Для Закончу меня. мысль. У нас у населения есть такое легкое предубеждение, что в политику люди идут исключительно из карьерных соображений. Если в политику идет бизнесмен, то исключительно для того, чтобы обеспечивать себе какие-то контракты, льготные условия, выбивать преференции. Или идут отчаянные функционеры, которым любым способом по головам пробиться вверх. Вот есть такое предубеждение. И что политику якобы делают только не делают в белых перчатках, только грязными руками. Вот ты с этим согласна? Я с этим согласна, потому что я сама 3 года назад точно так же считала полностью. И когда сейчас я стала, например, депутатом, захожу, например, вот как депутат, да, и все ко мне такие, ой, там сошла депутат. Я чувствую, потому что и я… В смысле, ты отношение такое чувствуешь? Отношение чувствую, да, потому что раньше, когда, например, в компаниях каких-то там, на мероприятиях, там, когда там я заходила, Нюргуяна зашла, там, предприниматель, там, производитель, многодетная мама, а тут, такое, предвзятое отношение, то, что ты политика, ладно, все понятно. А на самом деле я сама такая была. Я сама, честное слово, не любила. Для меня депутаты или министры, или чиновники, это вот главы, это вот как одно целое, что-то такое. Не то, что непонятное, я понимала… То, что называется одним словом, власть. Да, власть, и как-то вот у меня есть своя активная, хорошая жизнь, я развиваю свой бизнес, дети, там, путешествую, или там, что-то, есть свои заботы, проблемы, и то, что там вы напридумали, или там что-то делаете, это меня вообще не касается. Ровно 3 года назад, чуть-чуть больше, наверное, 3,5 года назад, я была из этой серии. У меня такие убеждения были. А сейчас я не говорю, что это все не так. Иногда я думаю, и даже своим коллегам, депутатам,
и с «Единой Россией», говорю, вот, из-за того, что вы такие, нас не любят, не уважают. Ага, и очень часто мне дают замечания, говорят, вот, Нургяна Юрьевна, вы нарушаете этику депутата. И дают замечания в парламенте, коллеги. Да, коллеги, замечания, ну, последняя пленарка тоже показала, да? Да. Ага, ну, это всенародно было, да? Ну, да, мы сейчас чуть попозже дадим врезку видео, где вы увидите, как спикер Илтумен грудью защищает руководителя администрации, главы и правительства от того, что его слишком прямо и слишком, как бы сказать-то, агрессивно допрашивает Нургуяна. Продолжай. Ну, наверное, вот ощущение, да, я понимала, что даже в первый год, когда пришла, интересная же все равно, ну, вот как у предпринимателя, что-то новое, это развитие. И для меня это очень было сложное восприятие. Классно, что мы интервью в такой свободной форме берем, да. Сложно было восприятие вот чиновничьего языка. Вот эти, если вот так сказать, указы, приказы, распоряжения. Для меня это вообще очень... Тем более, оказывается, у народных депутатов есть определенный регламент, ну, свои там законы, правила. Твоя настольная книга, регламент настольная должен быть. книга, которую там прямо несколько раз я пересчитывала, особенно это когда у нас во время Конституции, ну, какие у нас права и обязанности, да. В этом плане мне было сложно. Бытует мнение, опять же, что вот у госпожи Заморщиковой шло прекрасное дело, этот Сахачай, все время были во всех презентационных наборах, куда едет наше правительство, вручают вот эти вот подарки, там обязательно присутствует этот Сахачай, то есть завалили заказами, наверное, предоставили льготы, наверное, надавали грантов, то есть человек такой сделал бизнес на партнерстве с государством. Не так? Ну... Поэтому и пошел в депутаты, вот... Бытует такое мнение. Отчасти, наверное, нормально, пускай так и думают, я как бы не отрицаю это мнение, потому что любой предприниматель, любой бизнесмен, ну что такое предприниматель? Предприниматель, который, чтобы добиться определенных каких-то результатов, он предпринимает какие-то действия, да, и я понимаю, я же до того, когда мы открывали именно производство, местное производство, я занималась еще и в сфере услуг, и в торговле. Я очень хорошо отдаю себе отчет и понимаю, что значит местное производство. И для местного производства обязательно, необходимо не сколько там какие-то гранты или поддержка, а определенное отношение именно со стороны государства. Да, я много ездила на выставки, и хочется отметить, что мы на все эти выставки, форумы ездили. На выставке ты имеешь в виду, где участвовала делегация от республики? Да, делегация от республики, мы всегда же ездили за свой счет, и это правильно, когда предприниматели, бизнесмены ездят всегда проезд, там проживание, это все за свой счет, а вот эти выставочные павильоны, где мы выставляем свою продукцию, это за счет государства. И я считаю, что так должно быть. А сейчас приглашают? А сейчас почти. Почему нет? Сейчас и таких выставок-то мало. Ездили в Харбин, да, ездят в Харбин. Уже нет. На ВЭФ постоянно я ездила. Сейчас, как я стала депутатом от партии «Новые люди», нет, к сожалению. Давай еще точки расставим. Гранты были? Субсидия была, возмещение затрат на приобретение оборудования 50% от стоимости, 383 или 385 тысяч рублей от Центра поддержки как-то предпринимательства занималась. Это было в 2017 году. На ИПы Заморщикова, на Сахачай конкретно так было. А потом я помню то, что Ирина Высоких же тогда была министром, она еще рассказывала, мы Нургяну поддержали, Сахачай 5 миллионов дали. 5 миллионов было, это ФРМП, фонд развития местного предпринимательства, которые субсидированные займы, которые льготные займы. Я помню точную сумму, это 5 миллионов мы взяли под 11% годовых. И вернули. Конечно, вернули. И чтобы этот займ взять, я 3 раза подавала заявку.
с третьего раза никто тогда не мог поверить, что типа вот я иду и говорю, вот защищаю, вот мне нужно сделать чай, дайте нам бизнес-план. Писали и прямо все у виска крутили, как это в Якутии чай, ну что за странный проект, они наоборот тогда же северную мозаику в те года развивали, вот то, что в Табаке, да, туристический кластер, и они предлагали, вот иди там, если хочешь взять кредит, типа пиши там бизнес-план про туризм. Зачем мне про туризм, если я буду делать чай? Ну вот в итоге очень долго-долго там это все дело шло, там больше там 8 месяцев, видимо, несколько раз я подавалась, там комиссии, притом они отказывали мне. Ну вот мы взяли займ. А до этого, чтобы закупить оборудование, мы взяли Алмаз Кредит Сервисе, частные вот компании, которые выдают займы. Тогда были и страховые, и паевые взносы, там больше 30%. Вот так мы начинали и заложили одну единственную на тот момент свою собственную квартиру. Но отчетность, все прозрачно, и да. Никаких темных пятен. Я пытаюсь к чему это все вывести. Когда человек идет не в струе с официальной политикой, с официальным курсом власти, тем более не является членом Единой России, то на него ищут точки давления. Ты сейчас хочешь повышать свой уровень, выходить уже на уровень Государственной Думы, чтобы представлять Якутию в охотном ряду, и вот на тебя вот эти точки давления, они не существуют. То есть никто тебя не придавит, не надавит, не заставит отказаться от своей позиции, от своих слов, переменить мнение. Ну, вот недавно, смотри, Виталий, я недавно встречалась, вот на днях встречалась со своими подругами юности, и вот мы проговаривали о том, что там сейчас начнется, если я стану кандидатом в депутаты в Госдуму, начнется, ну, разные... Трэш начнется, буллинг начнется, да. Трэш, жесть. И насколько я готова, конечно, у меня есть не то что страх, все равно я переживаю, да, и подружка одна, Машка, мне говорит, Яна, говорит, ты же практически, ну, не сколько там, не с детства, говорит, но с юности точно, ну, не сколько буллингу, говорит, всегда про тебя обсуждают, какие-то там слухи ходят, но всегда ты была в центре внимания, мне кажется, у тебя уже есть иммунитет. Самое главное, наверное, скорее всего, в этом трэше, как говоришь, да, мое моральное состояние, потому что я сама знаю, что правда, что ложь, но правду-то я сама знаю. Что на самом деле. Теперь для публичного политика важно, чтобы о нем знали и другие, потому что... Мы будем обсуждать, говорить об этом. Репутация – это то, что о тебе знают другие. Я понимала, что полностью там тебя на молекулу будут расщеплять и все смотреть. Ну, неприятно, но... Ты упомянула слово «буллинг», и сейчас мы дадим то самое обещанное видео, на котором можно будет увидеть, как прямо во время пленарного заседания Государственного собрания Республики Саха Илтумен спикер этого самого Государственного собрания, господин Еремеев, подвергает Нургуяну Заморщикову буллингу за то, что она посмела запнуться, произнося фамилию, имя, отчество руководителя администрации, главы и правительства. У меня вопрос, давайте Светлане Валентиновне. При чем тут Светлана Валентиновна? Ну, я хочу вот у нее спросить. Мало ли что хотите, есть докладчик, пожалуйста. Я только могу у докладчика спрашивать, что ли? Я могу, давайте тогда я у Георгия спрошу, Георгия Михайлова. Георгия Николаевича. По поводу... Алексей Ильич. Евгения Юрьевна. Алексей Ильич. Нужно быть корректными. Ну хорошо, вы тоже, пожалуйста, не комментируйте народного депутата. Будьте корректными, когда называете руководителя республики. Хорошо, Алексей Ильич, вы тоже иногда ошибаетесь. Я не ошибаюсь. Иногда ошибаетесь? Я не ошибаюсь, в отличие от вас. Ну вы тоже уважаете других народных депутатов. Евгения Юрьевна, я уважаю вас. Конкретно вопрос адресуйте, да. не спорьте. У меня конкретный вопрос, да. Вопрос исчерпан. Вот как тебе сейчас это пересматривать? И мы же понимаем, что вспышка вот этого вот гнева или активности господина Еремеева, она связана не столько с тем, что ты запнулась, произнося имя, отчество крупного чиновника, пришедшего на пленарку, она связана с тем, что ты задавала вопросы, которые не понравились. Ну, если честно, когда я пересмотрела в одном в телеграм-канале, мне было не то что стрёмно, мне было печально. Я вспомнила то ощущение... Себя пожалела или печально за то, какой у нас уровень дискурса в Илтумане? Не сколько там себя пожалела, а сколько... Ну, вообще, то, что вот... Не сколько вот этот диалог, а то, что вообще происходит в целом, да? И это же показательно, ну, на виду, при всех...
И это же притом не первый раз, ну не по отношению ко мне, а вообще, когда Алексей Ильич сам нарушает. У нас, ну, оказывается, в регламенте у нас есть, что, ну, я знаю об этом, что нельзя комментировать народных депутатов, ни члены правительства, ни спикер. И у нас есть право задавать вопросы как раз тем приглашенным, которые присутствуют именно по теме, тем более, да. И мне было очень как-то неприятно, не то, что там пожалела, я вспомнила тот момент, что я ощутила. И на тот момент, когда он произнес фразу «мало ли что хотите», но это, наверное, не сколько самое больное, это было самое неприятное для меня. И потом в конце вообще вырубил микрофон. Я считаю, я думаю, скорее всего, у этой истории будет продолжение. А что ты хотела спросить у Михайлова? Что он тебе не позволил, спикер? У Георгия Николаевича я хотела спросить, как у руководителя аппарата администрации главы, на тот момент Асин Сергеевича не было у нас в зале заседаний. Хотела спросить, мы рассматривали как раз законопроект по поводу предоставления грантов для федеральных учреждений, сельскохозяйственных, это конкретно про АГАТУ касался. В прошлом году мы этот законопроект в точности, практически точно рассматривали, и было заключение главы отрицательным. И в этом году почему-то не потребовалось заключение главы, и в прошлом году у нас была достаточно длинная дискуссия с председателем правительства, с Бычковым, с Кириллом Евгеньевичем. Они тоже были против данного законопроекта. Я не понимаю, что у нас такое произошло. У нас еще в бюджете прямо все так стало прекрасно, что ли. Мне кажется, по сравнению с прошлым, позапрошлым годом у нас ситуация вообще с бюджетом еще хуже. И выделять конкретные гранты для федеральных учреждениях, мне кажется, пока рановато. Возможно, и нужно, но могли бы подождать до лучших времен. И я хотела конкретно у Георгия Николаевича спросить позицию главы нашего региона. Я поясню. В прошлом году ставился вопрос о выделении для АГАТУ, который как бы наш вуз, но имеет федеральный статус, 160 миллионов рублей. Правительство дало отрицательное заключение, глава дал отрицательное заключение, депутаты его разнесли. В этом году те же 160 миллионов, нет отрицательных заключений, и люди, которые разносили его в 2025 году, теперь выступают авторами законопроекта, по которому АГАТУ получит 160 миллионов рублей из бюджета республики. Вот такая ситуация. Правильно? Да, да. И все они понимали, что так получилось, что как будто Заморщикова одна против этого. Я отмечала и тогда, и в прошлом году, и сейчас хотела высказать по поводу того, что необходимо, вообще для чего нужны вообще выпускники сельскохозяйственного академии, АГАТУ, наша, чтобы наше село развивалось, чтобы наши выпускники ехали работать, именно заниматься сельским хозяйством, им необходимо разрабатывать определенные программы для новых специалистов, например, допустим, если у нас в бюджете лишние 160 миллионов было бы, если бы я была, допустим, распределителем бюджетных средств, то можно было хотя бы раздать по миллиону или по несколько миллионов нашим выпускникам. Как есть программа «Земский доктор». «Земский доктор». Человек переезжает в УЛУС, получает миллион подъемных. Какие-то подъемные, какие-то возможно, льготные займы, льготные ипотеки, именно, чтобы они выезжали на места работы. Но, к сожалению, не только АГАТУ, вообще очень много выпускников не уезжает в свои ВУЗы. Это не касается, не только АГАТУ касается, а вообще очень многие остаются у нас. У нас вообще политика так идет. В свои родные села не возвращаются в ВУЗы. Это же естественный процесс. Называется урбанизация. К сожалению, противостоять им очень затруднительно. Люди тянутся к городской жизни, к благоустроенной жизни, а у нас на селе перспектив мало. В том числе это же про политику. Это же политика такая. Если бы, допустим, у нас есть 160 миллионов, мы будем строить красивое здание, ремонт, чтобы здесь благоустраивать
те же общежития, да, в городе, в столице, да, условия жизни улучшать именно в городе, столице, или же эти 160 миллионов и так сложное время для предпринимателей, для сельского хозяйства мы направим именно в сельские, для выпускников, которые уедут, будут поднимать село. Это же приоритеты. Для создания условий населения. Для правильно расставленные приоритеты. И я хотела именно на тот момент спросить про то, какие приоритеты. И вот Алексей Ильич, конечно, все знали, что именно этот вопрос последует. И вот заткнули. Ты про приоритеты спрашивала и премьер-министра нашего господина Бычкова, причем спрашивала его еще на комиссиях, я там наблюдал, спрашивала его на пленарке по поводу его поездки в Бахрейн, прям прицепилась к нему с этим вопросом, и он так и не ответил, сколько денег он на эту поездку направил, сколько денег на эту поездку было потрачено и какой практически выхлоп Якутия получила. Это было прям принципиально его дожать, несколько раз ему этот вопрос задавать, или это такой предвыборный разогрев? Нет, это же все на самом деле происходило у нас, когда мы рассматривали бюджет, исполнение бюджета, как это все, вот Бахрейн вылез, да, когда мы рассматривали исполнение бюджета 2025 года по всем комитетам, к нам подошла комитет по предпринимательству, заместитель министра, я у нее спросила, вот вы съездили же в прошлом году в составе делегации были в Бахрейн, какой эффект от этой поездки? И говорит, вообще, зачем вы туда ездите за счет наших бюджетных средств? На тот момент я думала, до сих пор, кстати, никто не ответил, да, и я у нее спрашивала, она говорит, я затрудняюсь ответить, и по итогам, она со своей стороны только ответила, приезжало 8 туристов. А я говорю, в смысле, говорит, ради 8 туристов вы съездили всей делегацией, и на тот момент нас еще подошел к нам, на комитете отчитывался исполняющий обязанности министра финансов Иван Иванович Алексеев. Я у него тоже уточняла. Он говорит, к сожалению или к счастью, я там не был и тоже не смог сразу ответить. И вот я начала у него тоже допрашивать. Потом, логично, что главного председателя правительства необходимо спросить. Для тех, кто не в курсе, в январе прошлого года из Якутии отправлялась целая делегация в королевство Бахрейн для налаживания деловых и экономических отношений. Итогом этой поездки стал визит в Якутию 8 туристов из Бахрейна, и с тех пор депутаты, в частности Нургуяна Заморчкова, пытаются узнать у премьер-министра, во сколько обошлась его поездка и какой был практический выхлоп за исключением этих 8 туристов, но это так и осталось тайной. Я, когда настоятельно поднимала эту тему, я хотела подсветить тот момент для всех, в том числе и для муниципальных служащих, для всех государственных служащих, что народные депутаты обязаны, мы будем контролировать все вот эти поездки не только туда, в королевство Бахрейн, а вообще на все форумы, потому что как-то все запомнили в социальных сетях про Бахрейн, а на самом деле мы часто всегда спрашиваем про все поездки и запросы делаем, и про Харбинскую выставку, и про все, куда они выезжают. Время от времени мы об этом уточняемся. Конкретно мы достаточно долго говорили с министром внешних связей, за счет чего они обещали все вот эти отчеты, финансовые отчеты предоставить. И так надо делать. Необходимо. И пусть знает, что есть депутаты, не только Нургуяна Заморчкова, но в будущем, может быть, и другие. Это права и права и наших народных депутатов, избранников, которые обязаны спрашивать про те или иные моменты. Это не только касается выездов разных и форм, вообще про расходование наших бюджетных средств. В 2025 году не было ни одной корректировки бюджета. Как результат, то, что вы приняли в начале года, даже в декабре 2024 бюджет, который вы приняли, и бюджет, за который отчитывались на пленарном заседании, это были два совершенно разных документа. И депутаты все равно его одобрили, этот отчет приняли, хотя... И счетная палата еще. Да, хотя это вообще два разных документа. Получается, нам парламент и не очень нужен. Вы же не контролируете исполнение
закона о финансах республики. Получается, мы приняли один документ, да. А потом они, пользуясь с моментом 217 статьей бюджетного кодекса, который у них есть право там, немножко передвижки, да, они, мне кажется, злоупотребляют этой лазейкой. Очень много было свифтистировано, все программы, которые мы вносили, депутаты. У нас как вообще происходит? Мы же в разных согласительных комиссиях являемся членами, когда у нас идет корректировка, да, как это идет? Депутаты начинают там вносить свои какие-то поправки именно по бюджету, я вот рассказываю, как это все идет, да. А правительство, вот такая стопка, приходит, они даже не смотрят. Члены согласительной комиссии даже стопка, не читают. Стопка – это предложение. Да, это вот прав комиссии, да. Они даже не смотрят, даже не спрашивают. Они просто одним махом говорят, вот эту стопку большую, они одним вот ставят на голосование полностью все. А наши корректировки прямо по пунктам. На самом деле и так сложно мы вносили свои какие-то идеи, все, я не говорю только про новых людей. В прошлом году даже корректировок не было. И в этом году ни одной корректировки в этом году вообще не было. Мы же должны были сейчас рассмотреть какие-то корректировки. И в прошлом году, вот я вспоминаю позапрошлый год, именно по 25-му году, да, как сложно мы добивались там именно каждую статью корректировку от народных депутатов. В итоге мы приняли, и в итоге практически все они взяли и секвестировали. Это получается сами в одностороннем порядке. Зачем тогда нужен вообще депутатский корпус? Поправки в Конституции – это недавнее довольно яркое политическое событие в жизни республики, когда основной закон в значительной степени отредактировали и, в частности, убрали там упоминание выборных лиц муниципальных органов, что дало возможность в последующем отменить выборы практически по всей республике. В городе Якутске выборы мэра прямые отменены федеральным законом, но в целом по республике выборы глав муниципальных районов, глав поселений отменены уже законом республиканским. Да. И я знаю, что после этого еще и заставили этих самых муниципальных депутатов менять уставы свои, чтобы все голосование было электронным. Не электронным, а как он называется-то, открытым, публичным. То есть, чтобы было видно, кто там смеет голосовать против ставленников власти. И я знаю, что ты пыталась разговаривать с представителями улусных собраний, пыталась там какое-то тихое сопротивление организовать, чтобы они хотя бы настояли на сохранении тайного голосования по кандидатурам. Хотя бы попытались составить тайное голосование. Еще хуже, сейчас же в муниципальных, в улусах, районах очень сложно найти работу, стабильную, нормальную работу. Сейчас бизнесом сложно заниматься, стабильной, нормальной работой. И, как правило, это вот директора школ, главные врачи, это вот получается, их могут уволить с работы. Человек может остаться вообще без крова. Если ты неправильно проголосовал. Если ты неправильно проголосовал. И мы хотя бы максимально старались. Мы, кстати, что касается Конституции, мы были единственной фракцией политической партии, которые воспользовались своим правом и внесли поправки в Конституцию. У нас же не только у населения, да, иногда бывает очень упрощенное восприятие реальности, но и у людей, которые находятся при власти. Они же тоже вот там сидят сверху, и они делят все на черное и белое. Ты либо с нами, либо ты качаешь лодку. Вот ты по умолчанию из тех, кто качает лодку. Ты себя ощущаешь вот этим вот человеком, который раскачивает. А зачем я тогда пошла в политику? Если бы я с этим, то, что там творится, не части нашего региона, а вообще в целом совсем соглашалась бы, я вообще не ходила бы в политику. Еще помню, когда вот мы разговаривали с Михаилом Ефимовичем по поводу того, что выбора партии, да, я очень долго себе принимала, нужно ли мне вообще туда идти, чтобы что-то менять, что ли, как я пойду, неопытная, пойду в политику. И у меня была возможность идти в партию, от «Единой России», но я поняла, зачем мне идти именно от той партии, где конкретно стоит консолидированное голосование. По большей части не считается своим мнением. Но хотя от наших голосов ничего особо и не зависит, всегда же бывает 6 голосов против или 10 там с коммунистами объединяемся, да, все равно как-то мы на результаты, к сожалению, повлиять не можем. Но мы, по крайней мере, показываем свою политическую позицию. Упомянула две политические фигуры, значит, Михаила Ефимовича Николаева и Сардану Владимировну Авксентьеву.
с первым ты обсуждала вообще свой поход в политику, я правильно понимаю? Первый раз в 2018 году, когда он к нам приезжал, к нам на производство, предложил, чтобы я пошла в политику. Для меня это был какой-то шок. Я говорю, нет. Но после этого мы об этом говорили в течение, получается, до 2022 года, и в 2022 году он конкретно, настоятельно сказал: все, хватит, у вас все, нету экспорта, все, хватать. Короче, такие, да, тебе нужно идти в политику, все, соглашайся, подумай. И я ему вот в разговоре сказала: ок, ладно, я пойду. И вот мы начали обсуждать с ним, и я ему очень сильно благодарна, то, что давал какие-то наставления. К сожалению, до моего избрания он ушел. Ты упомянул про Сардану Владимировну Авксентьеву, да. Да, сейчас она для меня наставник, но она же сейчас находится в Москве, и получается, как бы все равно по телефону или там, не так часто приезжает, как хотелось бы, в Якутск. К сожалению, мы не так часто общаемся. Очень многие думают, наверное, что оттуда нам сверху спускать все наши высказывания. В Якутии, да, бытует такое мнение, что партия «Новые люди» — это личная политическая структура Сарданы Владимировны, что вы все выполняете волю Сарданы Владимировны. И вот я к чему сделал акцент, что ты упомянула две фигуры. Первое, понятно, что человек тебя благословил, а со второй тебя всегда будут сравнивать, потому что она стала первой такой женщиной-оппозиционным политиком, которую, во-первых, сделали фронтменом федеральной политической партии. Как бы там Галину Данчикову не избирали «Единая Россия», сколько бы она регалий не носила, она на позицию фронтмена, то есть лицо, представляющее партию, никогда не тянет. Она одна из многочисленных депутатов «Единой России». А Сардана Авксентьева, как бы я лично к ней не относился, у меня там свои с ней сложные отношения. Сардана Авксентьева, она фронтмен новых людей, это бренд новых людей, и яркий человек. И у второй женщины, которая собирается стать депутатом Госдумы, которая возглавила региональное отделение новых людей, неизбежно, женщины Саха, неизбежно сравнение. И ты вот не боишься, что ты всю жизнь будешь у нее в тени, все будут всегда считать, что ты выполняешь ее поручения как глава фракции. В тени Сардана Владимировна? Ой, я даже об этом никогда не задумывалась. Я ее очень сильно уважаю. И мне кажется, вот лично для меня повезло, что есть такой ориентир, что есть такой человек. Я иногда даже, когда вот мы разговариваем с Сарданой Владимировной, я говорю: Сардана Владимировна, бытует мнение, то, что мы там работаем по методичке, даже Иван Луцкан об этом говорит: вот, это оппозиция, не по методичке. Я говорю: дайте нам, пожалуйста, эти методички. Говорит: это мы не все успеваем, говорит, это все перерабатывать. Кто-нибудь нам давал бы хоть раз эти методички, было бы удобнее. А тут, получается, все наши высказывания, вообще, что значит депутат, да, вообще народный, это полностью ты все свои высказывания, ответственность несешь только ты сам. Вот самое главное отличие, наверное, от всех других партий, все высказывания, которые наши члены фракции, вообще депутаты высказывают, это их личное мнение. К сожалению или к счастью, у нас нет и методичек. Иногда мне хочется, чтобы были какие-то ориентиры определенные. Говорит: Сардана Владимировна, все думают, что это вы написали. Говорит: а я же это пишу, иногда читаю из бумажки, чтобы не перепутаться, чтобы не разволноваться, как как вот недавно с Георгием Николаевичем, я даже имя забыла. Там, такие вещи происходят от усталости, да, и нужно определенный есть регламент, что нужно соблюдать. То, что касается Сарданы Владимировны, мне наоборот клево, что... Не боишься, что ты будешь такая Сардана 2? Нет, конечно, не боюсь. И мне наоборот, если даже как-то нас будут сравнивать, классно. Подводя итог, мы разговаривали без какого-то жесткого сценария, без раскадровки по вопросам, как Бог на душу положил. Может быть, что-то я не спросил важное, что бы ты хотела подчеркнуть, с чем бы ты хотела обратиться к аудитории, что-то, может быть, осталось за кадром, что нужно донести? Очень много еще не проговорили, если честно. Я много читаю тебя и читаю с интересом. Я думаю, что многие читают с интересом. Да. Я знаю, что ты в политике давно, и мне самой было бы интересно пообщаться, высказать, по крайней мере, высказать ту или иную позицию,
Ну, вообще, не касаемо только партии «Новые люди», а вообще в целом. В ближайшее время состоится съезд партии «Новые люди». Там будет принято решение по кандидатам в Госдуму, по кандидатам в депутаты Государственной Думы. И я почти уверен, что тебя утвердят в качестве кандидата на одномандатника от Якутии. И, возможно, мы проведем еще одну встречу, еще одно интервью, но уже будем говорить как с кандидатом. Это будет, я не знаю, возможно, программный разговор, более проблемный разговор. Сегодня у нас такой был подводительно-итоговый разговор, навеянный в большей степени, наверное, все же последним пленарным заседанием, которое на меня произвело большое впечатление, потому что с уходом Виктора Николаевича Губарева и с тем, как понерфились партии «Справедливая Россия» и КПРФ, новые люди прямо занимают место таких главной альтернативной политической силы в республике, и мне это импонирует. Я считаю, что в политике должна быть состязательность, в политике должны быть представлены разные мнения, должен быть присутствовать дискурс, потому что проблемы должны обсуждаться. А когда есть одно мнение сверху, это мнение запросто может быть ошибочным, и оно может завести очень сильно не туда. А сейчас у многих ощущение, что мы движемся куда-то не туда. Поэтому большое спасибо за то, что пришла, за то, что согласилась. И надеюсь, мы еще встретимся. Спасибо, что пригласили. Очень надеюсь, что мы дальше будем продолжать в таком духе. Спасибо большое за то, что смотрели. Это был такой первый блин. Не знаю, удался ли он или оказался комом. Я не профессиональный интервьюер, я журналист пишущий. Поэтому вот у нас был такой небольшой эксперимент. Если было интересно, то мы обязательно попробуем еще поработать в таком формате. До свидания.